Здравствуйте, друзья! Начну по порядку. На корм в общей сложности собрали около 60 тысяч. Мы собирали на 3 передержки, где корм закончился и где проживают порядка 80 собак. Это примерно на каждую собаку по 750 рублей. Поэтому корма не получилось купить много, как хотелось. Может, дней на 5-6 хватит. Спасибо всем, кто старается и кто помогает. Друзья, а теперь у нас новый СОС. Так, ну вот, значит, показываю. Наши собаки. Развалился вольер. Дальше собаки не видно, да, там новый вольер. Вот, пожалуйста. По поводу вольера сейчас расскажу отдельно. Вот он наш колодец, насос, который не дотягивается до остатков воды. Надо убирать вот эту вот всю грязь, которая там на дне. Собаки остались без воды. И это очень серьезно. Мы кое-как продержались лето. Воду для собак брали у соседей, которым порядка надоели. Или ездили на соседнюю улицу на колонку. Но теперь неприподъемные бутыли 30-литровые везти не на чем. У всех сломались незамысловатые машины. Все встало. Воды теперь нет. И у соседей тоже полетела вся водная система. Летом еще корячились, наливали из летнего шланга. Ну а теперь и он обрушился. Обвалился пол. Туда не зайти, там, где вода. Если наступить, то провалишься в подпол. Перекрыли. Мы 3 месяца искали мастеров. Приходили пару раз, но, видя объем работы, или заламывали цену под 500 000 вместе с материалом, или исчезали молча. И мы снова искали работников. Обещают и не приходят. Работа тяжелая. А если ты еще не платежеспособен, то в рассрочку даже разговаривать не хотят. Собаки не могут без воды. Они на сухом корме. Вода должна быть всегда. Будет иначе заворот кишок. Будет и антисанитария, если у них не убираться без воды. На другой передержке, друзья, воды в колодце нет вообще. Между кольцами колодца идет утечка воды. Надо вызывать специалистов, промазывать между кольцами герметично, прочищать само дно колодца. Это все глубоко, своими силами не справиться. Сколько адского труда. Слушаем аудио. У нас в колодцах очень плохая вода. Собакам я эту воду пить не давала, не рисковала. Ездила, набирала на колонку воду. Сейчас я этого сделать не могу в связи с тем, что у меня сломалась машина. Плюс в колодце закончилась вода. Даже колодезной воды собакам налить я не могу. Что надо сделать для того, чтобы была вода? Вызываются люди. Они промывают колодец, все вычищают, всю грязь, которая там накопилась, собралась. Промазывают все швы между колец. И вода постепенно приходит. Через сколько придет вода, неизвестно. У кого-то через 2 дня приходит, у кого-то через неделю. Поэтому, чтобы не сидеть с водой, после прочистки колодца в идеале вызывается машина, да, с водой. И заливается эта вода в колодец, чтобы можно было пользоваться хоть как-то водой. И имея 100 собак на одной передержке и 40 собак на другой передержке, но нельзя нам остаться без воды, нельзя. Я криком об этом уже кричу. За 3 месяца первый раз наконец-то пришли строители, работники, которые берутся это сделать. Если оперативно будет закуплен нужный материал, то они выделят на нашу работу, на этот объект 3-4 дня. Все делается оперативно. Если нет и если нечем оплачивать, то они уезжают на другой объект, другой принимают заказ надолго и больше к этой теме к нам не возвращаются. Остаются считанные дни до заморозков и зимы. Ждать больше нечего. Друзья, я вас очень прошу, я обращаюсь к вам. Я вас очень прошу, пожалуйста, давайте все дружно соберемся. У меня просто крик души. У меня нет больше терпения решать эти проблемы одной.